Салям алейкум, добрый вечер. Пятница, 24 февраля, 1093 день аннексии Крыма. В студии София Абляева. Сегодня в выпуске. Оккупанты ко дню сопротивления 26 февраля усилили давление на крымских татар. Чтобы в эти дни люди не выходили, люди не говорили. Постановление 1035 расширит перечень разрешенных к перевозу вещей через адмінграницю. Нібито в найближчі тижні ця постанова має бути прийнята. Українці здали кров для ранених бойців АТО. Чим можна допомогти, те й потрібно робити. Инициатора сдачи Крыма в аренду России Артеменко допросили в прокуратуре АРК. Нардеп заверил журналистов, что его допрашивали лишь в качестве свидетеля. Он отметил, что согласился сотрудничать со следствием, и в понедельник его пригласили на очередной допрос. Скандал вокруг народного депутата разгорелся после опубликованной в The New York Times статьи о том, что Андрей Артеменко предлагал сдать Крым в аренду России на 50 или 100 лет в обмен на мир на востоке Украины. Крим – це Україна. Крим, на жаль, не згаданий в Мінських угодах. Крим, з моєї точки зору, забутий на міжнародному рівні. Весь цивілізований світ підтверджує, що Крим – це Україна, крім України. Весь цивілізований світ називає Росію агресором, крім України. Україна торгує з агресором, Україна співпрацьовує з агресором, і я не вважаю, що так повинно залишатися і далі. Саме тому були присвячені мої ініціативи, і я переконаний, що ми на вірному шляху. Кроме этого, депутат рассказал, что он все-таки встречался в Нью-Йорке с экс-советником Трампа Майклом Флином, и якобы они обсуждали мирные инициативы. Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство против Артеменко. Его подозревают в госизмене. Где Эрвин? С таким уже традиционным вопросом активисты пришли под стены российского посольства в Киеве. Это уже 8-я акция в поддержку крымского татарина Эрвина Ибрагимова. Члены исполкома Всемирного конгресса крымских татар похитили в оккупированном Бахчисарае 24 мая прошлого года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 2 человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и силой затащили его в свое авто. Как обычно, обращаемся с этим вопросом к властям Российской Федерации и также к властям Украины с просьбой расследовать и максимально содействовать в нахождении этих людей. Оккупанты активизировались к годовщине событий 26 февраля 2014 и пытаются запугать крымских татар. Так объясняют последние задержания на полуострове адвокат Николай Полозов. 21 февраля российские силовики провели обыск в доме активиста Марлена Мустафаева, после чего арестовали его на 11 суток. Кроме этого, силовики в тот же день на 5 суток закрыли в Симферопольском изоляторе 10 крымских татар, которые пришли поддержать Мустафаева. Российская власть реагирует на годовщину событий, и для них важно провести акцию устрашения, чтобы в эти дни люди не выходили, люди не говорили, люди не думали о том, что тогда, 3 года назад, был шанс все изменить. У крымчан вскоре может появиться возможность перевозить больше вещей через админграницу с Крымом. Изменения в постановлении Кабмина номер 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом могут внести в течение ближайших недель. Глава Меджлиса Рифат Чубаров отметил, что перечень разрешенных к перевозу вещей должен быть значительно расширен. За тими даними, якими я володію, нібито в найближчі тижні ця постанова має бути прийнята. Тобто зі всіма змінами, які набагато полегшують переміщення не людей. Люди і так переміщуються, переміщення особистих речей через кордон. Тобто, щоб люди могли, ті, які виїжджають з окупованого Криму, могли перевозити особисті речі в повному обсязі. Тобто те, що в них накопичилося, якщо вони приїжджають на материк жити.
Только деоккупация Крыма облегчит ситуацию с правами человека на полуострове. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Нардеп напомнил о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган регулярно говорит о нарушении прав человека на полуострове. Кроме этого, об ухудшении ситуации с правами человека говорится и в ежегодном отчете Amnesty International. Но я и в беседе с Эрдоганом говорил, что эти ваши разговоры с Путиным бесполезны. Единственное, что может делать, это оказывать какой-то тиск на оккупанта, присоединяться к санкциям. Только так вы можете помочь родственному вашему народу, крымским татарам. Потому что без освобождения Крыма никакие меры облегчить ситуацию с правами человека не могут. Может он добиться, там, скажем, освобождения кого-то, одного-двоих или 10. Завтра Путин арестует еще 100. Поэтому это не решение проблемы. Памятное мероприятие в честь Номана Челебиджихана провели в селе Счастливцево Херсонской области. Школьники подготовили программу. Завершилось мероприятие показательным выступлением национальной борьбы «Куриш». Среди приглашенных гостей были муфти мусульман Крыма, избранный на материке Айдай Рустамов, и координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов. Ay gidi tatarışları okunmalar, okursalar kimsede kim kammalar. İstanbul'da, Paris'te birinci bolla onlarga, yapanlarda onlarga yetalmalar. Я поклявся, давши слово, за народ померти мій, втішити його в недолі, сльози витерти рясні. Бо якщо я навіть ханом буду жити сотні літ, все одно пора настане в землю полягти мені. Мы, как маленький народ, но очень гордый народ, крымско-татарский народ, имели таких воинов, таких аскеров, таких великих людей, как Номан Челебиджихан. От лица батальона я хочу вручить вам флаг батальона. Счастливцево, вы село, которое включено в наш батальон. Даже если вы не с нами стоите там сейчас, на блокаде, мы знаем, что если мы вам позвоним и вы услышите, вы придете и встанете нам на выручку. Хочу вперше запропонувати словами Номана Челебіджихана новий по Україні флешмоб. Він сказав: я хочу померти за свій народ. Я перед вами сьогодні теж кажу: я, Воробйов Олександр, теж хочу померти за свій народ. Передаю ці слова найкращим патріотам нашої неньки України. Слава Україні! В Севастополе на выставке военной техники образовалась очередь. Однако не за тем, чтобы посмотреть на БТРы и танки, а за бесплатной гречкой. 23 февраля там отмечали День защитника Отечества и годовщину так называемой «Русской весны». Местные власти организовали полевую кухню, где раздавали бесплатную гречку, чай, хлеб. За бесплатной едой люди в очереди не расходились на протяжении нескольких часов. Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину отдали воинские почести. Траурный кортеж встречал почетный караул, играл военный оркестр. Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Причина смерти до сих пор неизвестна. Временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН назначен первый заместитель Чуркина Петр Ильичев. Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества, но на похоронах российский президент так и не появился. Переговоры по Сирии возобновились в Женеве. Это первые переговоры под эгидой ООН в этом году. На встрече обсуждают создание новой конституции и выборы в Сирии.
переговорах принимают участие сирийское правительство и группировки вооруженной оппозиции. Конфликт в Сирии длится уже почти 6 лет и успел унести 300 тысяч жизней. Жду ли я прорыва? Нет, я не жду прорыва. Но я определенно надеюсь на положительную динамику. НАСА обнаружила 7 новых планет размером с Землю, на которых может существовать жизнь. Эти экзопланеты в созвездии Водолея вращаются вокруг неяркой звезды-карлика на расстоянии всего около 40 световых лет от Земли. На 3 из этих небесных тел есть условия для существования жизни. То есть они находятся в обитаемой зоне, их поверхности могут быть покрыты водными океанами, что увеличивает шансы найти там жизнь. Эти планеты из числа самых пригодных для наблюдения. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который начнет работу в следующем году, мы будем искать на них атмосферу и следы жизни. Это открытие меняет точку зрения на существование второй Земли. Теперь вопрос заключается лишь в том, когда мы ее обнаружим. Государственная измена, переход на сторону врага во время вооруженного конфликта и дезертирство. В Дарницком районном суде Киева военная прокуратура объявила обвинение бывшему украинскому военнослужащему, крымчанину Максиму Одинцову. До аннексии прапорщик Одинцов служил радистом-стрелком в вертолетном отряде в Новофедоровке в Саках. После аннексии полуострова отказался прибыть на новое место службы в Николаев и перешел на службу в российскую армию. 20 ноября прошлого года СБУ задержала его на админгранице с Крымом. Коллегия судей начала рассмотрение дела по существу. Сам Одинцов заявил, что с квалификацией обвинения не согласен. Обвинувачується у вчиненні державної зради, діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в період збройного конфлікту. Тієї кваліфікації, яку оголосив прокурор, не визнають. «Подари каплю жизни». Жители и гости Киева приняли участие в благотворительной акции по сбору крови для раненых воинов АТО. Собранную кровь передали в столичные госпитали. Печенье, глоток сладкого чая и хорошее самочувствие. При таких условиях каждый человек без противопоказаний может сдать почти пол-литра крови. Милена – учительница из Киева. На акцию пришла с подругой. Мы не первый раз сдаем и решили еще раз помочь. Чим можна допомогти, те й потрібно робити. Алина – студентка из Кривого Рога. 19-летняя девушка уже второй раз сдает кровь. Говорит, хочет помочь нуждающимся защитникам Украины. Эта ситуация не обошла стороной, что сейчас происходит у нас в Украине. Поэтому вот какая-то хоть мини-помощь такая вот. Но это, конечно, вот чувство радости, как бы приятно то, что можно хоть что-то сделать для этих людей, как бы в знак благодарности за то, что делают они для нас в данный момент. Акция «Подари каплю жизни» длилась 2 дня. Присоединились к ней 300 неравнодушных. Организаторам удалось собрать более 100 литров крови. Так як у нас приймає кров наш міський центр крові, вона йде по призначенню, але на госпіталь військовий наш, там, де потрібно це, скажімо так. Более того, все желающие имели возможность на баннере написать слова поддержки раненым военным. Следующая акция по сбору крови запланирована на апрель. Лидия Полянская, Ислам Пинка, Заман, АТР. Хаджалинский геноцид вспоминали в Киеве. Под армянским посольством прошел митинг, приуроченный к 25-й годовщине со дня захвата города Ходжалы армянскими вооруженными силами. Тогда армянские формирования с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. Справедливость для Ходжалы! Справедливость для Ходжалы! Фотографии убитых во время трагедии в Ходжалы и национальные флаги. Так началась акция, приуроченная к 25-летию со дня трагических событий в Азербайджане. Мы Ходжалы! Мы Ходжалы! Карабах! Азербайджан!
вооруженные люди ворвались в дом, вспоминает Садик Белялов. Ему тогда было 6, в тот день он потерял самых близких людей. Да, сидели дома спокойно, и началась стрельба, это ракеты, все это. Начали люди крики, говорят, да там папины браты, два брата, мамины родственники, много умерли там. 25 лет назад армянские вооруженные силы за ночь захватили Ходжалы. Использовали тяжелую технику мотострелкового полка бывшего Советского Союза. Ходжалинский геноцид забрал 613 жизней. Среди них дети, женщины, старики. Они коридор оставили так, которые люди могли убежать до Агдам. А по дороге, оказывается, там была засада. Они убивали опять, сколько людей там были, всех убивали. Убийцы и заказчики трагедии Ходжалы до сих пор не наказаны, рассказывают азербайджанцы. Город по сей день под оккупацией Армении. Участники акции просят агрессора освободить все оккупированные территории и наказать виновных. Та рана не забудется. Мы не жаждем мести, мы не жаждем крови. Мы хотим справедливости для Ходжалы. Если мы будем замалчивать преступления тех годов, мы не застрахованы от того, что это может произойти сегодня, завтра, послезавтра с нами, в Украине, в другом государстве. Азербайджанская диаспора в Киеве ежегодно проводит акцию под стенами армянского посольства. Подобные митинги и шествия прошли во многих странах мира. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Мира всем нам. Будьте с АТР.